الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Выдающийся мусульманский ученый-богослов, знаток хадисов и основатель одного из 4 суннитских мазхабов Ну'ман ибн Сабит, ставший известным под именем Абу Ханифа, родился в 80-м году по мусульманскому летоисчислению в иракском городе Куфа, в семье богатого торговца шелком, происходившего из среды иранских иммигрантов. Еще в детстве Абу Ханифа выучил наизусть весь священный Коран и получил блестящее среднее исламское образование. А чуть подрастя, занялся углубленным изучением исламского права у выдающихся ученых своего времени, среди которых были такие авторитетные богословы, как муфтий священной Мекки Ата ибн Абу Рабах, один из старейших табиинов, мухаддис и знаток исламского права Хишам ибн Урва, видный ученый эпохи табиинов Аш-Ша'би и многие другие. В возрасте 22 лет Абу Ханифа становится учеником выдающегося иракского богослова Хаммада ибн Абу Сулеймана аль-Аш'ари, с которым оставался целых 18 лет, вплоть до смерти наставника. После чего, по просьбе учеников Хаммада, Абу Ханифа занял место учителя и на протяжении 10 лет проповедовал в центральной городской мечети, считаясь самым авторитетным факихом города Куфы. У Абу Ханифы обучались и получали знания мусульманского права такие известные ученые, как Абу Юсуф, ставший впоследствии верховным судьей халифата, Мухаммад ибн Аль-Хасан, один из самых авторитетных факихов Багдада, Зуфар ибн Аль-Хузайль, занимавший должность кадия, шариатского судьи в иракском городе Басра, и многие-многие другие. Абу Ханифа был богобоязненным, щедрым, постоянно углубленным в раздумья, молчаливым, сторонящимся пустого бесполезного общения человеком. Видный хадисовед Мухаммад ибн Аль-Джабир сказал: Абу Ханифа был немногословным, редко смеющимся, размышляющим, печальным, подобно тому, кого недавно постигла беда. На садака благодеяния Абу Ханифа выделял столько же средств, сколько тратил на свою семью. Все время Абу Ханифы было посвящено служению Аллаху. Супруга великого имама как-то сказала: «Я не помню ночи, которую бы он провел в сне». Летом Абу Ханифа спал между полуденной молитвой Зухр и послеполуденной Аср, а зимой в первую часть ночи. Абу Ханифа, будучи человеком с большой буквы, приобретал знания не для того, чтобы возвыситься в глазах людей, а чтобы приблизиться к Всевышнему, опираясь на них. Однажды некий человек, недовольный Абу Ханифой, сказал ему: «Побойся Аллаха». Услышав эти слова, имам вздрогнул, побледнел и, опустив глаза, ответил ему: «Да вознаградит тебя Всевышний Аллах! Насколько сильно люди нуждаются в тех, кто говорил бы им это». Абу Ханифа был одним из самых авторитетных богословов своего времени, основатель одного из 4 мазхабов. Благородный имам Аш-Шафии, подчеркивая величие Абу Ханифы, как-то сказал: «Ученые исламского права подобны детям при сравнении с Абу Ханифой». Ученик великого имама Абу Юсуф сообщает, что как-то Абу Ханифа увидел себя во сне раскапывающим могилу пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и собирающим его нетленные останки. Сон очень напугал имама, и он попросил у ученого богослова и толкователя снов Ибн Сирина растолковать увиденное, на что Ибн Сирин сказал: «Ты тот, кто соберет сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и воскресит ее». Абу Ханифа в своем учении четко придерживался Корана и сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и при отсутствии того или иного решения в этих основных источниках прибегал к высказываниям сподвижников. Но если и среди них не было однозначного ответа, Абу Ханифа следовал иджтихадур ра'и, то есть он давал заключение посредством развития мнения, проистекавшего из Корана и сунны. Завистники и злопыхатели обвиняли имама Абу Ханифу в том, что он отошел от верного пути ислама, вынося решение по своему умозаключению. Но ответом на эти обвинения служат слова самого великого имама, говорившего о своем методе выведения решения так: «Мы знаем, что это мнение, и оно лучшее, чего мы смогли достичь. А если кто придет с наилучшим, то мы примем его у него». Говоря о методе выведения решения великим имамом, автор книги об имаме Абу Ханифе Ахмад аль-Макки пишет: разрабатывая положение своей школы, Абу Ханифа советовался с учениками и не действовал исключительно по собственному усмотрению.
Он занимался иджтихадом, проявляя исключительную искренность к Аллаху, Его посланнику и ко всем верующим в целом. Рассматривая вопрос за вопросом, он всесторонне обсуждал каждый из них, выслушивал мнение своих последователей, высказывался сам и проводил в дискуссиях с ними по месяцу и более, пока не определялся с тем или иным суждением окончательно, после чего все это записывал Кади Абу Юсуф, ученик Абу Ханифы. Абу Ханифа уделял большое внимание хадисам пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и ученым, занимающимся их изучением. Человеку допускается передавать только тот хадис, который он выучил наизусть с того момента, как его услышал, говорил великий имам. Для ученых, изучавших сунну пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Ханифа покупал одежду, еду и все необходимое. Передавая им это, он говорил: «Благодарите только Господа. Я не дал вам ничего из своего имущества, а дал лишь то, чем наделил меня Всевышний посредством вас». Абу Ханифа был очень требовательным к себе. Он говорил: «Факих должен браться за исполнение того, что люди не считают для себя обязательным», подчеркивая тем самым большую ответственность носителя исламских знаний, ведь для людей он является примером. Весь день Абу Ханифа был строго расписан, в нем не было места для праздности. «Я провел с ним 1 год, но не видел, чтобы он прилег на свое ложе», говорил один из современников великого имама. День Абу Ханифы начинался с утреннего намаза, на который он, бывало, сам созывал верующих, забравшись на минарет. После проведенной молитвы, вплоть до восхода солнца, по словам очевидцев, Абу Ханифа сидел и не разговаривал, и люди не знали, что с ним. После восхода солнца он некоторое время читал, пока не наступал день. Затем приходили студенты, с которыми он проводил занятия почти до середины дня. Далее он позволял себе непродолжительный сон. Затем, после полуденного намаза, вплоть до ночной молитвы, прерываясь лишь на намазы, Абу Ханифа продолжал занятия и отвечал на вопросы людей. После этого Абу Ханифа возвращался домой, ужинал, переодевался и, дождавшись, когда из мечети разойдутся люди, вновь возвращался туда. Всю ночь ученый проводил в поклонении. Утром, когда люди только начинали собираться на намаз, Абу Ханифа шел домой и переодевался, стараясь таким образом скрыть от людей свои ночные бдения в мечети. Глубокие познания и набожность Абу Ханифы, его отзывчивость к чужим проблемам и доступность сделали ученого очень уважаемым в народе. В глазах простых людей он стал утешителем и заступником. Они шли к нему за консультациями в области исламского права, другие просили рассудить в возникшем споре. Кому-то он помогал отстоять свое право в суде, разоблачить воров, а кому-то устроить свадьбу, рассчитаться с долгами. Были и те, кто шли к ученому просто услышать теплое слово или добрый совет. Указывая на благородный нрав Абу Ханифы, ученый-богослов Ибн Шубрума говорил: «Женщины не способны родить равного Ну'ману, то есть Абу Ханифе». На долю Абу Ханифы выпало немало испытаний. И амийяды, и аббасиды желали видеть великого имама в своем кругу. Поочередно они оба предлагали Абу Ханифе должность кади, шариатского судьи. Но, боясь ответственности, которая ляжет на его плечи перед Всевышним, Абу Ханифа категорически отказался от предложения, после чего был арестован и заточен в темницу по велению халифа, где подвергался мучительным телесным наказаниям. Но Абу Ханифа не изменил своего решения. Он остался верен себе и не принял на себя непосильную ношу судейства. Последние дни Абу Ханифы тоже прошли в темнице, где он не раз был заточен различными правителями. И в возрасте 70 лет, в 150 году хиджры, Абу Ханифа, не выдержав пыток, скончался. Говорят, почувствовав приближение смерти, имам пал ниц перед Аллахом и умер в положении сужда. Смерть великого имама потрясла всех, и ученых, и простых людей. Все, кто мог проводить имама в последний путь, покинули свои дома и в последний раз направились к своему имаму. Все улицы Багдада были заполнены людьми, идущими в похоронной процессии. В день смерти Абу Ханифы заупокойный намаз за него совершили 6 раз из-за большой толкотни. «Мы смогли похоронить его лишь на исходе дня», вспоминал один из очевидцев похорон Абу Ханифы. Проститься с ученым пришли более 50 000 человек.
Поток людей, идущих прочитать над имамом заупокоенную молитву, не прекращался в течение еще 20 дней после похорон. Не желая быть погребенным в земле, незаконно присвоенной халифом, Абу Ханифа завещал похоронить себя с восточной стороны кладбища Хайзуран, поскольку его территория была благой, свободной от захватнических вероломств Аль-Мансура, халифа аббасидов. Абу Ханифа был преемником ушедших, говорил его лучший ученик Абу Юсуф. Но, уверяю вас, для него самого на всей земле не смог найтись преемник. Абу Ханифа оставил после себя богатое наследие и прекрасный пример благородства, высокой нравственности. Он относился к первому поколению людей, живших после пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то есть к табиинам. Абу Ханифа являлся первым, кто систематизировал исламское право, фикх, и он первым изложил науку шариата по главам. Его перу принадлежат такие основополагающие трактаты в области шариатского права и хадисов, высказываний пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, Аль-Фикхуль Акбар и Муснад Абу Ханифа. За свои выдающиеся познания в исламе он получил от людей звание Имамуль Азам, великий имам. В течение 40 лет Абу Ханифа проводил все ночи в богослужении и на протяжении 30 лет ежедневно соблюдал пост. 55 раз он побывал в хадже, а во время последнего паломничества совершил намаз внутри Каабы и прочел весь священный Коран. Во время благословенного Рамазана он дважды в день прочитывал книгу Аллаха, а к моменту своей кончины он завершил чтение священного Корана в 7000-й раз. Более половины уммы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и по сей день продолжает придерживаться его учения. Он распространен в Турции и Ираке, Сирии и Ливане, Афганистане и Пакистане, Индии и Китае, Албании и Боснии. Да сделает нас Аллах из тех, кто жил и умер на пути следования истинным ученым ислама, людям, посвятившим всю свою жизнь служению Аллаху и следованию Его наказам. Аминь.